Этот выпуск начинаем с главной политической новости. В Ингушетии прошли выборы главы региона путем тайного голосования. В 58-м внеочередном заседании депутаты парламента избрали Махмуда Али Калиматова. Ну а сразу после, уже в зале славы администрации главы, прошла торжественная церемония вступления в должность нового руководителя субъекта. Слово нашим корреспондентам. Выборы главы республики – это в первую очередь определение курса развития региона на ближайшие 5 лет. На 58-м внеочередном заседании депутаты выбирали одну кандидатуру из представленных 3. Это в Рио главы республики Махмуд Али Калиматов, депутат Горсовета Назрани Урусхан Евлоев и старший территориальный специалист вымпел коммуникации Магомед Зурабов. Кандидатов, отведенное для каждого время, это 10 минут согласно регламенту, который установили здесь. В парламенте представили свои программы в собравшемся зале. Полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе дает старт официальной программе политического события. По республиканскому законодательству главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования. Кандидатуры на пост главы ранее внес президент России Владимир Путин. Уважаемые депутаты Народного собрания Республики Ингушетия, в соответствии с пунктом 6 положения о полномочном представителе президента Российской Федерации в федеральном округе, утвержденного указом президента России от 13 мая 2000 года, номер 849, о полномочном представителе президента Российской Федерации в федеральном округе, разрешите зачитать представление президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 12 августа 2019 года, номер 1593. В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года, номер 184 ФЗ, об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представляю 3 кандидатов для избрания на должность главы Республики Ингушетия. Евлоева Урусхана Хасановича, депутата городского совета муниципального образования, городской округ, город Назрань. Зурабова Магомеда Алихановича, старшего территориального специалиста публичного акционерного общества «Вымпел коммуникации». Калиматова Махмуд Али Макшаковича, временно исполняющего обязанности главы Республики Ингушетия. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Кандидаты кратко и лаконично должны изложить перед собравшимися свое видение курса региона. Первый выступает временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Он отметил, что уже успел ознакомиться с социально-экономической ситуацией и с задачами национальных проектов. По его мнению, прежде всего нужно наладить кадровую политику в регионе. Обновление требует кадровая политика, имея в виду подбор на руководящие должности настоящих профессионалов. Необходимо усилить борьбу с коррупцией, с заимством. Кардинально меры нужно принимать для подъема экономики, промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и спорта. В рамках участия Ингушетии в федеральных проектах планируется строительство 80 социальных объектов. Это очень серьезная, масштабная программа. Я считаю, что ее осуществление должно отразиться на жизни каждого жителя республики. Реализация этих проектов преследует главную цель – улучшение жизни людей, создание новых рабочих мест, обеспечение высокого уровня благосостояния населения. Я понимаю, что единственным возможным способом достижения этой цели является переход экономики на инновационную, социально ориентированную модель развития. Вызовы времени требуют новых методов управления. Необходимо обеспечить эффективность, прозрачность деятельности органов власти всех уровней, устранить административные барьеры, сделать государственные услуги максимально доступными для граждан и бизнеса. Парламентарии интересуются, на какие направления обратить свое внимание кандидат на случай его избрания на пост главы республики. Вопрос одного из депутатов касается повышения уровня образования. У нас очень много талантливых молодых ученых в республике. Но, к сожалению, нету такого центра, где они могли бы саккумулироваться и работать. Нету отделения Академии наук. В республике нету, к сожалению. Вот я хотел бы и вопрос, и пожелание, чтобы те молодые ученые, которые разъехались, чтобы их пригласить в республику, создать у нас отделение Академии наук. Очень талантливые ученые.
А наука – это один из основных параметров развития экономики. Вот наши ученые могли бы дать толчок развитию нашей республики. Прошу вас взять вот этот вопрос на вопрос, и как вы к этому относитесь? Исходя из наших особенностей республики, потребности республики в тех или иных научных трудах или претворении их в жизнь каких-то, то я думаю, вот в эти направления надо. Вот у нас нет специалистов в области технологий переработки мяса, молока, технологов нет вообще. Приглашают, я знаю, там чуть ли не с Камчатки. Вот, пример, да? Вот. Поэтому те направления, которые в науке есть, если не применимы будут реально прикладные к нашей республике, я думаю, мы этих, как вы говорите, очень умных, талантливых ученых, мы с ними будем говорить, мы будем вырабатывать алгоритм действий, но оно должно быть как-то здесь, потому что они здесь будут трудиться, лаборатории создавать, а работать и притворять жизнь, может быть, нам, ну, вот такое видение. Пока вот будем смотреть, что нам конкретно нужно. Спорт, здоровье нации. Будет ли кандидат на пост главы Ингушетии развивать это направление? Интересуются депутаты. В каждом населенном пункте нам надо создать как мини-стадионы. Это не затратное дело. Ну, ребята, вот я вот каждый день езжу в 3-4 местах, там спонтанно собираются, кажется, лыж-долыж, вот в этих условиях играют. Там много не надо, там раздевалочку сделать и футбольные поля. Вот под эти земли, под это дело земли выделены. Будучи президентом Федерации футбола, я 8 лет и муниципальным депутатом был, я добился, чтобы в каждом населенном пункте выделили вот эти земельные участки. Они земельные есть, эти участки, их надо обустроить. Вопрос такого плана у меня. Для вас будет приоритет спорт в Ингушетии? Строительство или создание какого-нибудь мини-футбольного поля – это самый лучший вариант, и я думаю, это правильно, потому что я тогда еще на совещании говорил, что ну, у некоторых нет финансовой возможности, там, чтобы сходить в ФОК там, да, и тому подобное. Потому что после этого я проехал ФОКи, вот, несколько, и Малгобеки даже, где у нас тренируется Ангуш нас, да, или начинал свое там. Вы знаете, все в плачевном состоянии. А в том, что нуждается спорт, вложение финансовое и немного нам нужны финансы. Просто у нас те даже фонды, которые я объехал, некоторые из них, они ненадлежаще используются. Я думаю, что министр спорта и правительство в этом плане разработают концепцию развития конкретно, вот чтобы было написано, кто, где и кто отвечает, и контролировать кто будет. Потому что у нас вот построили ФОК, и вот он там и сам по себе, а один даже передали муниципалам. Ну что вот, Верхние Очелки передать такой большой ФОК, по-моему, там передали Малгобекскому району, да, там. Но кто его будет содержать-то? Там же огромное здание, там же затраты большие, и коммунальные даже брать. И там один администратор, который за все, за всех отвечает. Так это же заведомо мы знаем, что там ничего не будет. Ничего. У него он не может, потому что ему не выделена зарплата, да, там, ну, ему выделено, а кроме него там никого нет. То есть вопросы в этом есть, в направлении, и мы будем их только системно, как я говорю, решать. Но сперва надо разобраться, что сегодня есть. Что сегодня есть и что делать. И взять на контроль. Вот я бы так вижу. Далее в свое отведенное по регламенту время выступили депутат городского совета города Назрань Урсхан Евлоев и Магомед Зурабов, старший территориальный специалист ПАО «Вымпел коммуникации». Каждый представил свою программу развития региона. Задачи разные, но цель одна – улучшить показатели по всем важным направлениям. Развитие республики, на мой взгляд, невозможно без единства и общности интересов власти и общества. Необходимо приложить максимум усилий для изменения ситуации. Нужно устранить разногласия, объединиться и сплоченной командой идти на пути развития.
Достижение общих целей требует желания, энергии, способностей каждого жителя Ингушетии, понимания со стороны гражданского общества, открытости власти и учета мнения при принятии важных судьбоносных решений для нашей республики. Главная задача – достижение лучших стандартов жизни. Объективная оценка реального состояния экономики республики указывает на ее нестабильность и отсутствие перспектив по повышению эффективности. Заработная плата на низком уровне, включая и государственных служащих. Уровень безработицы на протяжении многих лет остается проблемой. Граждане республики настроены на достижение лучших стандартов жизни, более активное участие в решении проблем, стоящих перед регионом. Руководству субъекта необходимо принять меры по консолидации всех сил и средств на решение задач, выдвигаемых гражданами. Ингушетия – регион с высоким демографическим показателем. Улучшение качества жизни граждан – вот основной рычаг развития любого субъекта. Депутаты Народного собрания ждут в первую очередь от нового руководителя налаживания взаимодействия всех ветвей власти, при этом обеспечивая ее полную зеркальность. Мы знаем, что у нас и в социальном плане, в экономическом плане, в экологическом плане очень огромные проблемы в республике. Это и, значит, инженерные сети наши никуда не годные, это и канализационные системы, которые у нас работают на поверхность. Мне кажется, что вот я жду от него все-таки, чтобы вот поэтапно, планомерно, без суеты он сумеет разгрести вот эту вот ситуацию, которая у нас сложилась за последние 10 лет. Я ему пожелаю в этом, и нашему народу, ему пожелаю удачи, и чтобы мы вот именно вот такой консолидация народа и вот этой власти новой сумели вместе решить эти проблемы. Мне бы хотелось, чтобы в республике шире и активнее заработала программа, связанная с демографической ситуацией. Мы привыкли, что если для России семья, где 3 детей, это многодетная, а для нас она уже как бы считалась немногодетной, мне кажется, что мы должны унифицированно подходить, потому что есть семьи ингушские, в которых уже принято, что 2 детей – это уже достаточно. Мы должны работать именно на эту программу. Распределение кадров, прежде всего, это очень острый вопрос в республике. И контроль, не надзор, а контроль за кадрами. То есть нужно это вдумчиво и целенаправленно контролировать. Депутаты Народного собрания тем временем уже проголосовали. Специальная комиссия объявила результаты. Новым руководителем субъекта стал Махмуд Али Калиматов, который ранее возглавлял пост временно исполняющего обязанностями главы республики. За него сегодня проголосовали 27 депутатов. 3 голоса депутаты отдали за Урусхана Евлоева. Всего в голосовании участвовали 31 депутат. 1 бюллетень недействителен. Новый руководитель субъекта Махмуд Али Калиматов. В регионе он в качестве временного исполняющего обязанностями главы Ингушетии успел поработать больше 2 месяцев. Махмуд Али Калиматов родился в апреле 1959 года в станице Чамалган Алматинской области Казахской ССР. Образование высшее. В 1989 году закончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета. Прослужил в рядах советской армии. Затем работал секретарем в комитете ВЛКСМ. В 90-м году устроился на стажировку в прокуратуру Кировского района Самары, а уже в 98-м занимал должность прокурора города Самары. В 2003 году Калиматов был назначен первым заместителем прокурора Самарской области. С 2004 по 2007 год возглавлял прокуратуру Ингушетии. Оставив пост прокурора, Махмуд Али Макшарипович вернулся в Самарскую область, где возглавил контрольный департамент аппарата областного правительства. Затем был назначен советником губернатора Самарской области. Чуть позже руководителем управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Самарской области. Имеет государственные награды, различные медали, а также звания: почетный работник прокуратуры Российской Федерации, заслуженный работник органов государственной власти Самарской области. Женат, имеет 2 детей.